Ученый, историк, педагог, организатор образования. На счету Олега Андреева десятки наград. В этом году он удостоился государственной премии в области гуманитарных наук. Он написал десятки книг о Великой Отечественной войне. О своих фундаментальных трудах доцент кафедры Чувашского госуниверситета рассказал нашей съемочной группе. В каждой своей книге он раскрывает читателям новые факты о Великой Отечественной войне. Олег Андреев стал автором более 100 научных трудов, участвовал в проектах Российского фонда фундаментальных исследований. Увековечить память о защитниках Родины доцент кафедры ЧГУ считает своим профессиональным долгом. Но я прекрасно помню, что с раннего детства очень живо интересовался таинственными явлениями, событиями из прошлого. Всегда мне казалось, что история моей деревни, все, что в округе, тоже содержит немало таких таинственных явлений. Я понял в себе, что кто, если не я, как я понимаю, как я вижу, что помню, тем более в деле сохранения памяти о моем отце, о моих предках, матери, участниках, ветеранах Великой Отечественной войны, эту память должен сохранить. Это во мне укрепилось. И вот поступил в Уральский государственный университет на исторический факультет в 1984 году. И по окончании в 1989 году начал работать в Чувашском государственном университете. Благодаря ему вот уже 23 года в Чувашском госуниверситете работает отделение по подготовке историков-архивистов. Его первыми выпускниками стали более 270 человек. Преподавание в ВУЗе – это увлекательное и в то же время очень ответственное дело. Сначала и по настоящее время преподает целый комплекс дисциплин. Это история Отечества, 20-21 веков, всеобщая история, граждановедение, патриотическое воспитание, цикл спецкурсов, кстати, очень востребованных, актуальных в настоящее время, как история вооруженных сил России, оборонно-массовая и военно-патриотическая работа в России, в Чувашии, историография Великой Отечественной войны. Вот уже более 20 лет он руководит квалификационными работами студентов-историков. За это время защитилось более 60 человек. Он у нас преподает с 3-го курса, а вот на 4-м курсе он преподает у нас 3 дисциплины. Все дисциплины очень интересны, они мне очень нравятся, потому что я сама обучаюсь по профилю «История России». И также Олег Васильевич является моим научным руководителем. Мы с ним будем писать диплом в этом году. Звание «Город трудовой доблести» Чебоксарам было присвоено в том числе и благодаря ему. Олег Андреев работал в составе группы историков и архивистов по подготовке материалов в адрес оргкомитета. Он принимал участие и в издании книги о Сурском и Казанском оборонительных рубежей. Подвиг тружеников тыла – это и личная история его семьи. Когда моя мать рассказала в 1990-е годы, как она в возрасте 9 лет участвовала в строительстве рубежа обороны в районе Чиганар, и выясняется, что отец у меня тоже в том же месте, в то же время участвовал в строительстве рубежей обороны. Вот так переплетаются судьбы людей. В ноябре Олегу Андрееву исполнилось 60 лет. Из них более 30 он отдал Чувашскому госуниверситету. От него зависит очень много в плане изучения Великой Отечественной войны. У нас на факультете он большой популяризатор этого вопроса, постоянно работает в контакте с военкоматом нашей республики. И я бы сказал, он такой человек, который бескорыстно работает. Коллеги доцента удивляются его трудолюбию и энергии. В этом году будет опубликована еще одна книга о войне. Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков и Игорь Зверев. Республика.